Житель Якутска Николай Кудрин всего за 15 минут своими руками собрал четырехколесный тандемный велосипед, не используя сварочные аппараты. А необычное средство передвижения привлекает не только подрастающее поколение, но и взрослых. Подробности в сюжете Андрея Мухоплева. Рулевая тяга, значит, это дверные доводчики, которые в кабинетах бывают. Тут хомуты, никаких сварных работ. Тут хомуты и на винтах, на болтиках. Вот. Сидушку, да, поднимаю под себя, опускаю. Регулировка осталась. Значит, регулировка индивидуальная как бы осталась. Кроме этого зеркала обязательно. И у нас 4 тормоза есть. Значит, на передние колеса есть, на 2 передних колеса и на задних колеса. Вопреки высказыванию, зачем изобретать велосипед? Более 40 лет Николай посвящает большую часть своего времени преподаванию по детскому конструированию техники. Мы работаем, разные модели военной техники делаем, макеты. В масштабе делаем. Самолеты, ракеты. Я считаю, что очень актуальным это занятие в наш такой компьютерный мир. Надо ребятам отойти от компьютера, заняться чисто творчеством, руками и головой что-то делать. Существует легенда о первом велосипеде. Жил-да-был крепостной крестьянин-умелец Ефим Артамонов, который сконструировал первый велосипед в 1800 году на территории Урала. Владелец завода, на которого работал Ефим, отправил его в Москву за 2000 верст к царю Александру I, дабы удивить диковинным самокатом, за что Ефим и вся его семья получила полное освобождение от крепостной зависимости. А в 1818 году запатентовал двухколесный самокат немецкий профессор барон Карл фон Дресс, который он назвал машиной для бега. Аппарат был без педалей. У этого механизма была деревянная рама, но руль и колеса были из металла. Но уже в 1884 году появился привычный для нас велосипед и был запатентован англичанином Джоном Кэмпом Старли, так называемый безопасный велосипед Старли. Цитата: «Жизнь как езда на велосипеде. Для того, чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». Альберт Эйнштейн. Андрей Мухоплев, Джилус Иннокентьев, Якутск.